Машдо, сам Свернулся. Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. У меня утро, как видите. Так, это блины, но не для меня. Сейчас с утра приготовила блины, уже сын старший поел, уехал на работу. Сейчас приготовлю себе. Это, наверное, Ибрагим чуть попозже придет. В воскресенье он рано не встает, хотя и он и так рано не встает. Ему на учебу после обеда, поэтому он спит долго. Так, сегодня у меня для себя немножко подключилась, чтобы быть с вами на связи, да? Меню на 25-26 день. Тост с авокадо на завтрак. Вот так вот я распечатываю себе, чтобы было удобно. Так, сначала приготовлю, наверное, тост, а потом сразу, наверное, сковородку поставлю. Мне еще яичницу надо сделать. Яйцо пашот я никогда не делала. Тут написано яйцо пашот. В принципе, можно и яйцо пашот. Ну, я, наверное, просто омлет сделаю, друзья. Мне будет легче. Из 2 яиц приготовить омлет или яйцо пашот написано. Не буду заморачиваться. Налила капельку масла. Надо будет не покупать распылитель масла, да? Я даже не знаю, как он называется. Который распыляет масло. Так. Тут мне написали, что в солонку нельзя руками. Но я не умею, друзья, по-другому. И не обязательно же я все делаю правильно. Я даже перец беру руками, потому что, ну, я так привыкла. Может быть, это неправильно. На ночь, конечно, я солонку закрываю. Я просто накидываю салфеточку и не заморачиваюсь. Может быть, когда-нибудь куплю, как ее, крышечку, которая натягивается, как кто-то мне ее рекомендовал. Так, все, пускай омлет у меня готовится, или яичница, омлет, без разницы. Так, вчера испекла хлеб ночью, прежде чем лечь, но испекла его маленький. У меня по рецепту было там на 450 грамм муки, да? А я сделала пополам, 250, потому что слишком много. У меня по меню хлеб очень мало практически. И, во-первых, в маленьких количествах, во-вторых, его очень мало. Поэтому я сделала его поменьше. И ничего, получился. Видите, он мягкий. Так, у меня 50 грамм хлеба по рецепту. Так, вот это вот я пока срежу. Вот такой он в разрезе. Сейчас посмотрим. Тридцать два. Значит, это я сейчас потоньше, а то если я отрежу кусочек сбоку, то не смогу сделать нормальный тост. Все равно 60. Ну, 54. Так. Дело в том, что мне его надо поджарить немножко. Сейчас поставлю другую сковородку. Так. И представляете, у нас в магазине авокадо 160 рублей. На рынке я не знаю, почему такие огромные наценки делают магазины. Я просто не понимаю их. Ну, на такую мелочь причем. Ну, наценили бы 20 рублей, ну, 30 рублей. 160, 60 рублей, даже больше, потому что они-то берут оптом, а оптом они стоят намного дешевле, даже не 100. А на рынке 100 рублей вот такое авокадо стоит. Я не знаю, почему такая огромная наценка делается в магазинах. И цены не контролируются. Так, авокадо, интересно, сколько должно быть.
Так, нет, почему-то авокадо не пишется сколько. Обычно они говорили 50 грамм, сколько-то грамм. Ну ладно, пол авокадо. Так, это я пока оставлю. Да? Как они его вынимают? Вот так вот. Из половинки, значит, сделаем. Так. Ну, он мягкий, как раз такой, какой должен быть. Вообще мне нравится авокадо, я люблю его. Я и раньше его ела, и без правильного питания. Мне нравится вот вкус его, свежести. Многим он не нравится, конечно, но я люблю. Я люблю делать это гуакамоле, намазывать на хлеб. Так. Подогреем наш хлебушек. Сейчас еще чайку заварю. Наверное, обычный чай заварю, потому что хочу чуть-чуть с молоком попить, что ли, или не знаю. Кофе с молоком разрешают, но я же кофе не пью. Я вообще не любитель кофе. Хотя сейчас хочу начать. Ибрагиму говорю, ты будешь заваривать заварной кофе. Просто от простого кофе в этих у меня поднимается давление. Так, вот так вот. Так, ну что, размяла, чуть-чуть посолила. Теперь намажу творожным сыром. Хлеб пахнет вкусно. Так, ну у меня хлебушек получился маленький, что вот столько. Яйца и не положишь на него, можно просто поесть, да? Ну, пусть будет так. Надо было сразу чай заварить заранее. Почему-то сегодня нет никаких овощей по рецепту. Обычно всегда овощи бывают. Наверное, все-таки один помидорчик съем. Так, я все руками, потому что это буду все равно есть я. Так, ну сейчас заварим чайку, наверное. Все-таки заварю не черный чай, не буду с молоком. Не буду умничать. Заварю какой-нибудь из ароматизированных чаев, которые я покупала. Так, в баночки свои Мадиной подаренные баночки положила. Так, оказывается, она баночки покупала на Валберис. Там 24 банки такие и этикеточки. Не знаю, сколько стоит. То ли 700 она сказала, то ли 800. Так, это вот, к сожалению, я не знаю чай какой, но видите, тут даже вот клубника есть высушенная.
И цветы какие-то, и еще ягодки какие-то. Заварим чаек. Ну, это мне на 2, на 3 раза даже чай. Вот такой вот у меня завтрак, друзья. У нас сегодня погода шикарная, солнечная. Сегодня обещают 5-6 градусов тепла, да и вчера было не меньше. Вот такой вот у меня завтрак, чай. Вот таких вот с 3 вот такими вот высушенными яблочками, которые сама сушила в своем дегидраторе. От Оверхоф, это не реклама, но нам там пишут, что, девочки, вы же знаете, что это туфта. Не знаю. Дегидраторы просто прелесть. Мне надо еще дальше покупать пакетики для вакууматора и смотреть дальше, что будет с ним. Так, по меню не было ни огурчика, ни помидорчика, но я решила все-таки тоже поесть. И просто сегодня вышла утром на связь, чтобы пожелать вам хорошего дня. Не болейте, у нас очень много болеющих. Кто болеет, выздоравливайте, исцеляйтесь. Всех благ вам, друзья. Хорошего настроения, счастья, самое главное, мира и здоровья. Ну вот как-то так. Мяш дахалч.